В Сосногорске торжественно открыли новую улицу, посвященную юбилею Республики Коми. Церемония открытия началась символично. Указатель с названием улицы установил лично руководитель региона Сергей Гапликов. Новую улицу построили в рекордные сроки. Весной утвердили название и маршрут, а летом заасфальтировали дорожное полотно и провели благоустройство. Новая улица стала связующей для жителей двух жилых микрорайонов. Кроме этого, она проходит рядом со штаб-квартирой районной организации инвалидов, семейным парком Югодлун, а также сквером железнодорожников. На улице предусмотрено двухстороннее автомобильное движение. А совсем скоро здесь проследует новый автобусный маршрут. Это очень здорово, что у нас в городе появилась новая улица, еще с таким названием 95 лет Республики Коми. Я думаю, что это замечательный подарок и Дню Республики, и горожанам. Еще одной структуры больше, еще одной достопримечательности у нас в городе больше. Я думаю, что эта улица будет излюбленным местом горожан. Сергей Гапликов ознакомился с достопримечательностями юбилейной улицы. Здесь на пьедестале застыл вертолет Ми-2, установленный в честь покорителей Севера. Новую улицу украшают цветники и клумбы, а также аллея, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Руководитель региона по достоинству оценил удобную дорогу, комфортную прогулочную зону и памятные объекты. Чтоб жилось вам веселей, смастерили елочку, 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 цветом, как у флага Коми, красные иголочки. Церемония открытия превратилась в настоящую презентацию Сосногорского района. Почти все населенные пункты муниципалитета выставили на улице свои подворья. Здесь можно было узнать не только об истории деревень и поселков, но и отведать угощения, а также поучаствовать в играх. Мы очень рады, что в Сосногорске проходят такие замечательные, яркие праздники, что здесь собрался весь район, все села. Мы можем здесь встретиться, поговорить, поделиться своими всеми праздниками. Мы очень рады, что наша республика отмечает юбилей, с чем ее и поздравляем, с таким событием. 95 лет Республики Коми мы, наверное, будем долго-долго вспоминать наши сосногорские жители. Потому что сегодня мы еще открываем нашу Сосногорскую улицу, которая действительно радует наших жителей. Сегодня красочные подворья, очень много интересного. Сегодня вот просто народ ожил, ждет праздника. И мы очень довольны, что действительно вот у нас есть в нашем городе Сосногорске такая красивая улица. Есть замечательный парк Югодлун. А на территории семейного парка Югодлун свою продукцию представили мастера народных промыслов. Для тех, кто пришел на праздник с детьми, работали игровые площадки. Открытие улицы посетили сотни горожан, и для каждого нашлось занятие по душе. Такой праздничный солнечный день, в дни празднования 95-летия Республики Коми устроили такой приятный, веселый праздник. Я смотрю, здесь очень много представляют свои работы мастера Сосногорска. Для детей устроены всякие мероприятия. Открытие новой улицы. Это просто подарок для наших жителей Сосногорска, для меня. И, надеюсь, не последний. Особое внимание гостей праздника привлек новый арт-объект, который разместился при входе в семейный парк. Кованая конструкция выполнена в виде двух переплетающихся сосен, поддерживающих купол, на котором расположены гербы всех 20 муниципалитетов Республики Коми. А на воротах парка размещена карта региона с Коми-орнаментом, символизирующим пожелание Сосногорску вечного процветания и счастья. 24 августа Сосногорский дом культуры «Горизонт» распахнул свои двери после капитального ремонта. На церемонию открытия приехал и руководитель региона Сергей Гапликов. После обзорной экскурсии по зданию Сергей Анатольевич признался, что название уже не соответствует содержанию, ведь Дом культуры превратился в настоящий дворец. Этот зал сегодня, я не побоюсь этого слова, как дворец культуры лучший среди районов Республики Коми. И мы теперь будем равняться на Сосногорск, на объекты культуры, которые должны быть практически такого же класса, такого же содержания в других городах и районах. Поэтому спасибо вам за то, что вы формируете стандарты возрождения культуры в республике.
Прозвучали и слова благодарности подрядчикам, успевшим сдать объект точно в срок, а также спонсору капитального ремонта компании «Лукойл». В рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством Республики Коми на завершение ремонта «Горизонта» было выделено 47 миллионов рублей. Капитальной реконструкции подверглись кровля, фасад здания и коммуникационные сети. Кроме этого, заменены окна, установлено современное светозвуковое оборудование, закуплены зрительские кресла и одежда сцены. Однако главной изюминкой Сосногорского дома культуры стала заботливо сохраненная стилистика внутреннего убранства здания. «Горизонт» будет не только местом праздников, но и настоящим домом для творчества. Здесь будут заниматься именитые коллективы и артисты Сосногорского района. О том, что творческая жизнь «Горизонта» будет насыщенной, свидетельствует и афиша при входе в здание. Творческие вечера и гастроли артистов в Доме культуры запланированы на несколько месяцев вперед. С 19 по 20 августа жители и гости Сыктывкара имели возможность принять участие в поистине историческом событии. В одном из столичных торговых центров с размахом прошла Коми-ВДНХ, участие в которой приняли представители всех муниципалитетов региона, а также крупнейших предприятий республики. Что вот хорошо, с моей точки зрения, что и муниципалитеты представлены, и бизнес. То есть они могут обмениться между собой. То есть какую-то продукцию, может, муниципалитет приглянется и тоже контракты будет заключать. Или бизнес подойдет и расскажет про свои продукты, которые тоже могут муниципалитеты заинтересовать. То есть вот как раз именно связка, спарка идет. Я считаю, что просто молодцы, что вот эту идею реализовали. Вот видите, я практически чуть ли не в начале пути, потому что каждому подходишь, столько впечатлений, столько интересного. Люди с каким интересом, вот мне удалось переговорить по ходу, и те, кто из других регионов приехали, и все, конечно, просто в таком вот большом восторге. Поэтому я что хочу сказать, что мне кажется, что хорошо, если станет это традицией. Официальный старт работе выставки дал временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов. Руководитель региона тепло приветствовал гостей Коми-ВДНХ и поблагодарил всех участников выставки за то, что, несмотря на трудности, нашли силы приехать и представить свой потенциал. Дорогие друзья, мы сегодня с вами знакомимся с тем, что на сегодняшний день есть в республике, и, конечно, с нашими планами и перспективами. Здесь представлены не только предприятия, здесь представлены и сервисы, и услуги, и, конечно же, потенциал, который, как я уже сказал, будет составлять основу возрождения нашей республики. Выставку посетил и почетный гость праздника, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Пройдя по этой выставке, понимаю, что насколько многогранна Республика Коми, насколько здесь живут потрясающие, трудолюбивые люди, которые обожают свой край и производят практически все, начиная от предметов первой необходимости и заканчивая более серьезными вещами. На выставке были представлены как предприятия, так и подворья всех районов Республики Коми. Каждый муниципалитет представил на суд столичных жителей свои достижения в различных областях, от промышленности до культуры. Люди реагируют неплохо. Перед тем, как эта выставка достижений народного хозяйства прошла, были даже мнения, что в каком-то таком не очень интересном месте. У всех было, может быть, не у всех, а было представление, что наша республика какая-то отсталая. А на самом деле эта выставка показала, что республика развивается, уверенно идет вперед. И у нас очень много достижений, которые надо теперь сохранить и дальше развиваться еще лучше. В этом, честь нашего региона, я считаю. Людям очень нравится, очень удивительно, каждый подход, никого равнодушных нет. И очень много сегодня даже ушли, сами изготовили под моим руководством себе миниатюрные куколки, которые взяли с собой.
Сосногорск на выставке представил как свой промышленный потенциал, так и культурные достижения. Напомнили жителям столицы и о том, что именно у нас находится географический центр региона. Побывать в центре мог любой желающий, сфотографировавшись с геотегом с изображением герба Сосногорского района. Набираю раздаточный материал. Дело в том, что для школьников я рассказываю про Республику Коми, провожу викторины. Мне хотелось еще больше узнать. И здесь действительно я узнаю глубже и те тонкости, которые, может быть, нигде больше не встретить. А о достопримечательностях Сосногорска, его истории, людях и достижениях можно было узнать из специально подготовленного для выставки фильма и красочного буклета путеводителя «Красоты маленького города». Действительно, очень праздничный и красочный павильон. Именно есть что посмотреть. Люди с семьями, с детьми вот вторые сутки, фактически второй день посещают эту выставку. И всем очень нравится, у всех хорошее настроение. Не обошлось и без сюрпризов. Для многих стало неожиданностью, что в Сосногорске есть не только крупные промышленные предприятия, но и собственное кондитерское производство. Впечатление абсолютно неожиданное, по той простой причине, что очень высокий уровень организации выставки, очень красиво оформленные павильоны в таком европейском стиле. Но сразу видно, у нас в республике такое впервые. Город Сосногорск мне очень близок, потому что я сама родом из Ухты, а эти города стоят рядышком. Очень красивое оформление. Удивило, что, оказывается, такая потрясающая выпечка стала изготавливаться в городе Сосногорске. Впечатление очень хорошее. Я с удивлением обнаружила, что столько существует предприятий и промыслов. И на самом деле я не знала об этом. Даже взяла дома почитать еще раз, чтобы уложить в голову. Сосногорская кондитерская фабрика, мне очень понравилась ваша упаковка, очень оригинальная. Я надеюсь, что будет так же вкусно. Сосногорские кондитеры приготовили подарок временно исполняющему обязанности главы Республики Коми Сергею Гапликову. Руководителю региона они вручили торт, украшенный фигурой такующего глухаря. Юбилей Республики Коми Сосногорский район отпраздновал в кругу жителей и гостей района. На обновленной площади Гагарина в 18 часов начался праздничный концерт, а напротив сцены расположились полюбившиеся сосногорцам аэростаты. Первым с 95-летием Республики Коми горожан и гостей Сосногорска поздравил исполняющий обязанности руководителя администрации Сосногорского района Виктор Шомисов. Со сцены он зачитал поздравления временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Сергея Гапликова. И сегодня в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые, энергичные люди, искренне любящие свою землю, патриотически настроенные и готовые очень много работать ради ее настоящего и будущего. От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и счастья и благополучия, успеха и процветания нашей любимой республики. Пусть с каждым годом она становится все краше, ярче и богаче. С праздником, дорогие друзья! Концертные номера сменялись приветственными речами. Глава городского поселения Сосногорск Юнир Бекчурин отметил, что 95-летие региона – это важная дата. А Сосногорский район является не только географическим центром нашей республики, но и одной из опор промышленности Коми-края. Сегодня каждый из нас чувствует себя частью большой семьи, которая называется Коми-край. И этот день объединяет всех жителей из всех уголков нашей республики. В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, вам, вашим семьям, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. С юбилеем, с днем рождения, любимая республика! Председатель районного совета ветеранов Ольга Корякина выразила благодарность тем, кто стоял у истоков развития региона. Прокладывал дороги и газопроводы, строил жилые дома, школы и больницы. С праздником, дорогие сосногорцы! Всего вам самого доброго, самого хорошего, здоровья и мирного неба над головой! После торжественной части началась развлекательная музыкальная программа. Перед сосногорцами выступили лучшие творческие коллективы района. Со сцены звучали популярные музыкальные композиции, а танцевальные коллективы поразили зрителей своим профессиональным мастерством. В принципе, весьма весело, так динамичненько. Очень интересно выступают наши сосногорские ансамбли. Приятно видеть их.
так сказать, следим за тем, как они развиваются. Они часто выступают на наших праздниках и мероприятиях. Аэростаты, смотрю, очень любят детишки. Когда с дома шла, прям вокруг меня бегали дети и говорили мамам, как им не терпится покататься, как они туда спешат. Очень хороший праздник, спасибо. Как бы молодца Республика Коми, как бы организовала такое мероприятие. Вообще здорово все. Я считаю, что вообще это превосходный народный праздник, когда люди могут и отдохнуть, и в конце концов окунуться в историю своего края родного. Спасибо организаторам, очень довольны. Настоящий восторг у публики вызвало появление на сцене московских гостей кавер-группы «Мохито». Коллектив создал на площади особую атмосферу праздника. Зрители пели и танцевали вместе с музыкантами. Кульминацией празднования юбилея республики стал красочный салют.